14 октября в республике пройдут до выбора депутата Государственного совета Коми по Эжвинскому одномандатному округу. Ранее это место в парламенте занимал Андрей Самоделкин. Весной он возглавил Министерство развития промышленности и транспорта. Любовь Лапина о главных этапах предвыборной гонки. Выдвижение кандидатов официально стартует 4 августа. Однако на вакантное парламентское кресло уже сейчас есть претенденты. О своем желании выдвигаться от Эжвинского округа уже заявили двое. Директор Сыктывкарского лесного института «Единорос» Валентина Жиделева стала лидером внутрипартийного праймерис. Флагманом лесной отрасли в нашей республике, безусловно, является МОНДИ Сыктывкарский ЛПК. И не очень понятно все, что происходит, как на этом предприятии, а оно является по существу ядром Эжвинского района, а значит и все то, что волнует наших уважаемых эжвинцев. И как мне кажется, что я могла бы сегодня вместе с теми, кто меня выдвигал, вместе с фракцией депутатов «Единой России» в Государственном совете для эжвинцев сделать очень многое. Ее возможный оппонент по избирательной кампании – руководитель общественного движения «Рубеж Севера» Алексей Кольгов. Он уверен, в Эжве у него неплохие шансы на победу. Потому что все-таки по Эжвинскому району наша организация и я лично очень много занимались экологическими проблемами. Мы добивались витаминизации детского населения как раз Эжвы. Далее мы очень чутко сейчас следим и смотрим за тем, что происходит с выбросами и в речку, в Ичигду и воздух в Эжвинском районе. Устраивали всевозможные народные сходы, собрания, пикеты. То есть нас знают в Эжвинском районе. Решение о регистрации выдвиженцев либо отказе будет принимать территориальная избирательная комиссия Эжвинского района. Успеть подать заявку и получить ответ нужно до 3 сентября. Причем, как отмечает председатель избиркома республики Елена Шабаршина, с мая все политические партии освобождены от сбора подписей избирателей. Послабление есть и для самовыдвиженцев. Если говорить о самовыдвижении, то здесь тоже произошли некоторые изменения. Вместо положенных 2% подписей избирателей в поддержку выдвижения, а подписи избирателей в поддержку своего выдвижения на сегодняшний день обязаны представить только самовыдвиженцы. Так вот, на наших выборах уже самовыдвиженцу, кандидату необходимо будет собрать всего 0,5% подписей избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего округа. На сегодняшний день нашему самовыдвиженцу, кандидату на данных выборах, необходимо будет собрать порядка 230 подписей избирателей. Этап предвыборной агитации в средствах массовой информации продлится с 15 сентября по 12 октября. Само голосование намечено на 14 октября. В этот же день в регионе пройдут и муниципальные выборы. Любовь Лапина, Олег Остромин, телеканал Юрган.